Бисмилля рахман рахим. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Уважаемые подписчики штаба Татар. Сегодня у нас подготовка к Рамадану прошла. Такая прекрасная в штабе Татар. Альхамдулилля. Замечательный спикер пришел. Анас Хазрат из московского муфтията. И вот у нас братья тоже с коллективный намаз совершили. Альхамдулилля. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Представьтесь, пожалуйста, брат, как вас звать, откуда вы? Меня зовут Ренат, я из города Казань. Здесь не так давно и в штабе Татар в первый раз. Как вам понравилось наше мероприятие? Какие моменты про Рамадан вам запомнились? Запомнилось абсолютно все, потому что Рамадан соблюдаю уже достаточно давно. Как бы это месяц хороших дел. Не только это главный пост, как говорят, что не надо кушать, а именно самое дело. Главное – это делать хорошие дела. Алхамдулилля, да. А что про месяц Рамадан еще знаете какие? Необходимо поститься, читать дуа, очень много очень много молитв можно совершать, пятикратный намаз, плюс ночные молитвы, плюс ко всему совершать благие дела, давать садака, быть позитивным. Про Анас Хазрата какие у вас впечатления остались? Анас Хазрат очень хороший человек, сразу видно, что он все знает, все хорошо понимает, очень доходчиво может все объяснить. Некоторые моменты, которые некоторые не знали, к примеру, он все доходчиво объяснил. Наверняка вы были на многих ифтарах, раз столько лет держите. Какой самый запоминающийся ифтар в каком-то месте, может, особенным был? Самый запоминающийся это был в городе Назрань, в Ингушетии, в центральной мечети, когда накрыли стол на 300 человек. Вот, это как раз мой друг этим всем занимался, всем оформлением. Вот, и вот это было самое такое пиковое знак. Машаллах, 300 человек, город Назрань, Ингушетия. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Что можете пожелать тем, кто только первый раз собирается только попробовать подержать пост Рамадан? Ну, я им могу сказать, что зима – это самое время начать пост, потому что если кто-то начинает в лето держать, это очень сложно. Если сейчас начинать, это легко и интересно. Тем более, если человек не умел читать молитву, то как раз самое время можно научиться читать намаз. Вот. Желаю им, чтобы у них это все получилось. Самое главное, желаю всем делать только благие дела, потому что все это принимается не только, как говорится, от пищевода, но и еще от сердца. Поэтому необходимо делать только благие дела, потому что шайтана в этот момент нету, и все нутро человека, оно как раз выходит наружу. Поэтому надо всем показать, что ты реально хороший человек. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Ва алейкум ассалам. Как вас звать, брат? Представьте, откуда вы? Меня Ренат зовут, родился в Москве, вот, корни нижегородские. Вот так. В штабе Татар первый раз сегодня, я так понимаю, вот как вам наше мероприятие про Рамадан, как Хазрат вам понравился, какие моменты запомнились? Ну, я здесь уже несколько раз был. Вот. Вот так я послушал, я Рамадан, ну, как держу пост. Вот. Ну, как говорят, повторение мать учения. Так рассказал интересно, конечно, да, все это поучительно все. Какие-то моменты для себя тоже подметил. Вот. Про пророка, вот, в частности, то, что он рассказывал. Что знаете вообще про месяц Рамадан? Можете вот рассказать нашим подписчикам, может, кто-то не знает? Ну, это благодарность Всевышнему. Вот. То есть обязанность каждого мусульманина держать пост. Вот, поэтому я с благодарностью к Всевышнему отношусь, поэтому стараюсь тоже держать. Альхамдулилля. А какой можете совет дать тем, кто первый раз, может быть, только хочет попробовать держать? Ну, это энергетический заряд дает, во-первых, как бы настрой. Совет просто, совет изучить информацию нужно какую-то, да, основную. И прям даже не задумываясь, просто начинать делать, и все будет хорошо. А вот можете рассказать, например, нам, какие ощущения вот про себя до Рамадана вы каким были, и после поста какие изменения в себе замечали?
Вот когда я первый пост решил держать, где-то на середине, вот середина поста было, и я решил намазы подключить. То есть я держал пост и начал подключить намазы, решил то, что мне нужно и намазы читать. Вот. Ну и, соответственно, я начал читать намаз, как бы и вообще не задумывался даже об этом, то, что там сколько по времени, там, как некоторые задумываются, какие-то сомнения есть у кого-то там. Вот, то есть, вот я помню первую раза Байрам свой, то, что это очень... Я такого дня счастливого вообще не помню даже. Вот, то есть, очень как бы счастливым себя чувствовал. Ну, то есть, всем советую, рекомендую. А может быть, какой-то есть у вас определенный ифтар запомнился, который вам в каком-то определенном месте или люди какие-то особенные были там? Ифтар запомнился, да, который мы с братом вместе проводили. Ифтар он у нас как раз и запомнился. А где проводили? Проводили его в Татарском культурном центре. Вот. Это Там в каком году? В кафе. Это в 25-м году было. В 25-м году, машаллах. Да. Я был в Мекке, к сожалению, не смог участвовать. Альхамдулилля, иншаллах, еще побываем на вашем ифтаре. Иншаллах, да. Рахмат.